Суд приговорил. Оглашение приговора Павлу Лоханову сегодня заняло 1,5 часа. Напомним, судебный процесс над экс-чиновником стартовал в марте. Павла Лоханова обвинили в получении взятки. Как следует из материалов дела, частная медицинская клиника не выполнила госконтракт перед ФСС. Фонд подал на нее иск в арбитражный суд. Как установили в суде, Павел Лоханов договорился с руководством этой фирмы, что поможет за вознаграждение уменьшить неустойку. В ходе общения Лоханов написал на листочке, что необходимо подготовить ответное исковое заявление и передать ему на флешке. После указанный лист Лоханов пароль. После этого Лоханов достал телефон и написал на экране, что за решение вопроса необходимо 4 миллиона рублей. Ледянко попросил времени для подготовки денег. В итоге арбитражный суд республики снизил сумму заявленного иска с 14 миллионов до 100 тысяч рублей. Бизнесмен же обратился к правоохранителям. При получении первого транша денег Павла Лоханова задержали. Утром 21 сентября 2021 года злоумышленник, находясь в автомобиле, получил от руководителя общества с ограниченной ответственностью 2 миллиона 400 тысяч рублей за оказание содействия и необжалование в дальнейшем решения суда. Во время передачи денежных средств 43-летний чиновник был задержан с поличным. Гособвинение запросило для Лоханова 12 лет колонии строгого режима и со штрафом в 40-кратном размере полученной взятки, то есть 160 миллионов рублей. Павел Лоханов частично признал свою вину. В своем последнем слове он просил переквалифицировать его действия со взятки на попытку мошенничества. Да, я согласился взять эти деньги в затруднительном финансовом положении, хотя это не является дело, я не хочу давить вам на жалость. Да, меня банально спровоцировали, и я поддался. Однако для себя я решился только после того, как однозначно понял, что не действую как должностное лицо, и как частное действовал только потому, что твердо знал, что не ношу вред людям, которые получали цифровоприемники, и государственный контракт был уже давно закончен. Я твердо для себя понимал, что беру деньги за рекомендации позиции защиты. Суд же пришел к выводу, что Лоханов все-таки взял взятку. Действия подсудимого Лоханова суд квалифицирует по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса как получение должностным лицом личной взятки в виде денег за совершение действий и бездействий в пользу взяткодателя. Взяткодатель обратился к Лоханову как к управляющему фонду, то есть уполномоченному должностному лицу с просьбой оказать содействие ООО «РСС-Мед» по рассматриваемому делу. Вопрос частной консультации за столь несоразмерное вознаграждение при наличии в ООО «РСС-Мед» квалифицированных юристов Ледянкиным не ставился. Республиканский фонд социального страхования Павел Лоханов возглавил в 2019 году, а до этого был главой Камско-Устинского района. Сейчас экс-чиновнику 43 года, у него супруга и 5 детей. Учитывая все обстоятельства, Павла Лоханова приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Также он 7 лет не сможет занимать административно-хозяйственные должности. Действия подсудимого подрывают авторитет государственных органов в целом и доверие граждан к самому Институту социального страхования. Потому суд не находит оснований для применения статьи 73 Уголовного кодекса России и назначения условного осуждения. Также Павла Лоханова освободили от штрафа. Учитывая, что назначение дополнительного наказания в виде штрафа в 40-кратной сумме взятки, как того просила сторона обвинения, неизбежно повлечет за собой тяжелое материальное положение его семьи, суд считает возможным не назначать указанный вид дополнительного наказания. Гособвинение и сторона защиты пока не решили, будут ли обжаловать приговор. Когда мы получим в письменной форме, изучим, примем решение. Вопрос об обжаловании данного приговора будет решен после получения и его изучения. Чтобы обжаловать приговор, у сторон процесса будет 10 дней. Все будет хорошо. Мы будем обжаловать. Дмитрий Аринин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.